Эфир нашего канала продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. И вот основные темы этого часа. Якутск не попал в число городов, где действуют субсидируемые билеты в Москву и Санкт-Петербург. Парламент Якутии обратился в Госдуму. На малых реках региона наблюдаются серьезные снегозапасы. Тем временем линчане перед паводком стремятся застраховать свое имущество. Понять, в чем заключается суть жанра, помогают мэтры. В Якутске проходит медиапроект «Школа драматургов Арктики». Парламент Якутии предложил включить в число субсидируемых маршрутов направления из Якутска до Москвы и Санкт-Петербурга. Соответствующее обращение направлено спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Напомним, в программу субсидирования авиаперелетов в Москву из республики включили только города Мирный, Удачный и Нерюнгри. Столица региона в этот список не попала. В Якутске проживает более 322 тысяч человек. Это самый крупный город, расположенный на вечной мерзлоте. Тем временем авиакомпания «Алроса» продолжает продажу субсидированных билетов. Помимо рейсов в центральные города России, теперь билеты с субсидией распространяются на Сибирь и Дальний Восток. В Мирнинской авиакомпании уточнили, что такие билеты продаются по перспективным, по мнению предприятия, направлениям. Авиабилеты с субсидией можно приобрести по маршрутам Мирный, Тюмень, Мирный, а также из Мирного во Владивосток и обратно. Минимальная стоимость билетов 9090 рублей с багажом. Авиакомпания «Алроса» предлагает интересные и перспективные маршруты по субсидированным тарифам «Мирный Владивосток», «Мирный Тюмень» с 1 июня по 28 сентября, без ограничений для всех категорий пассажиров. В Мирном прошел форум социальных инициатив «Будущее алмазных городов». В форуме приняли участие глава республики Айсен Николаев и генеральный директор акционерной компании «Алроса» Сергей Иванов. В формате открытого диалога были рассмотрены проблемные социальные вопросы Мирнинского района. Подробнее в сюжете Марферины Алексеевой. Пожалуй, самая удивительная новость, озвученная во время форума, стало заявление о том, что акционерная компания «Алроса» с 2022 года планирует рассмотреть возможность финансирования оплачиваемого проезда для работников муниципальной системы образования и государственного здравоохранения Мирнинского района, а также работников детских садов, входящих в организацию «Алмазик», а это все детские сады в районе. Это обозначает, что у работников системы образования и здравоохранения появится возможность ежегодно иметь оплачиваемый проезд. На эти цели потребуется финансирование порядка 80 миллионов рублей ежегодно. Также со следующего года в планах компании предоставлять финансовую поддержку учреждениям образования для обеспечения бесплатными завтраками учащихся с 5 по 11 классы всех школ Мирнинского района. На эти цели в бюджете компании потребуется планировать финансирование более 100 миллионов рублей ежегодно. Мирнинский район будет единственным районом, где будет организовано бесплатное питание для всех обучающихся Мирнинского района. Это единственный район на территории Республики Саха-Якутия, где работники муниципальных учреждений образования будут получать ежегодно меры поддержки в оплате проезда к месту отпуска. Таких уникальных случаев действительно мало. Такие меры поддержки требуются, чтобы повысить качество жизни населения и привлечь квалифицированных специалистов. К примеру, в Мирнинской районной больнице численность работников составляет всего 64% из 100 положенных, в Удачном 70%, а в Айхале 50%. Все это сопровождается ветхим состоянием больниц и дефицитом современного медицинского оборудования. Сейчас утверждена программа с общим финансированием свыше миллиарда рублей, которая будет финансироваться в том числе за счет средств федерального бюджета, республиканского, муниципального бюджета. И компания «Алроса» уже сегодня подтвердила финансирование суммы свыше 200 миллионов рублей, которая будет направлена, еще раз говорю, на укрепление материально-технической базы, системы здравоохранения Мирнинского района, капитальный ремонт зданий, приобретение новой медицинской техники, в том числе высокотехнологичной, и приобретение автомобилей для системы здравоохранения.
В рамках форума был представлен новый проект «Конкурс территории Алроса». Лучшие социально-общественные проекты, реализуемые при активном участии общественности на территории Мирнинского района, направленные на повышение качества жизни населения, социальной инфраструктуры и комплексного развития городской среды, получат от компании на свою реализацию до 20 миллионов рублей. Для реализации проектов победителей ежегодно компания планирует выделять до 50 миллионов рублей. Также были затронуты вопросы переселения граждан с аварийных домов, состояния мостовых переходов и строительства дорог. Строительство компанией «Алроса» аэропорта «Мирный», строительство новых дорог – это реальный вклад в обеспечение транспортной доступности нашей республики. При этом социальная миссия «Алроса» по-прежнему состоит и в содействии развитию республики и росту благосостояния всех ее жителей. Алмазная компания – это не только добросовестный налогоплательщик, обеспечивающий до 40% поступлений средств в бюджет республики, но и активный участник реализации социально ориентированных экологических программ по всей Якутии. В целом, формат форума понравился всем участникам. Открытое обсуждение проблемных вопросов и предложения для их решения скажутся на качестве жизни населения уже в ближайшем будущем. Марферина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. С 15 апреля закрылись все ледовые переправы через реку Лену. По информации Управления дорог Якутии, закрытие касается ледовых автоземников через Лену в направлениях Хатасы-Павловск и Кангаласы-Сотенцы. Согласно приказу ведомства, на этих переправах дорожникам предписано установить информационные щиты, в частности, дорожные знаки «Въезд запрещен». Между тем, на малых реках республики наблюдается превышение уровня снегозапасов, что может привести к весеннему половодью. Показатели толщины льда в этом году больше нормы на отдельных участках рек Лена, Алдан, Колыма на 10-40 сантиметров, что может повлиять на образование заторов. Отмечается, что в Якутии началась подготовка к безопасному прохождению паводковых вод. Готовность систем оповещения составляет 87%. На противопаводковые мероприятия планируется привести в готовность и привлечь порядка 16 тысяч человек. Более 2000 единиц техники, 11 воздушных судов, 8 беспилотных авиационных систем. Зоны затопления предварительно установлены в 123 населенных пунктах в 24 районах региона. По обстановке гидрологической, что можно сказать, что снегозапасы у нас на большей части территории республики, да, где-то немного выше нормы и около нормы. Есть отдельные участки, где превышены значения, значительно превышены. Это бассейн реки Колыма, бассейн реки Оленек, а также в верховьях реки Алдан и реки Темтон. Вот. В бассейне реки Индигирка снегозапасы они минимальные, менее 90%. Ленчане спешат застраховать свое имущество от стихийных бедствий. В этом году прохождение паводка на реке Лени обещает быть непростым. Взгляды спасателей как республиканского, так и федерального уровня устремлены на Ленский район. Именно оттуда начинается ледоход на Лени в Якутии. Ну а жители Ленска решили застраховать свое имущество. Анна Кожевникова продолжит тему. Застраховаться и спать спокойно. К такому мнению пришли многие ленчане. После наводнения 2001 года каждая весна у жителей Ленска проходит в тревоге. Ожидание паводка подобно ожиданию катастроф. В этом году, как сообщают специалисты, ситуация сложная, и за весенним половодьем в Ленске будет пристальный контроль со стороны федеральных и республиканских спасателей. Мы все активно будем прослеживать, и, конечно же, оперативная группа Главного управления МЧС в составе всех подразделений и предприятий приедут заранее. В случае, затора, проведения подрывных работ. Сегодня боеприпасы готовы. Подрядная организация, которая будет заниматься взрывными работами, они сегодня тоже готовы. Поэтому ленчане, особенно те, у кого частные дома, спешат в страховые компании. Анна Иванова уже застраховала квартиру и планирует приобрести страховой продукт на дом, который ее семья построила совсем недавно. Я уже узнавала о стоимости страховки, но она пока для меня слишком высокая. Получается, я хотела застраховать свой дом и узнавала, и около 27 тысяч уходит в год страховка дома. Но это, конечно, несопоставимые расходы, если будет такой урон. Особенно пересматривая видео, как ужасно уплывают дома.
Анна нашла страховые компании на интернет-пространстве. Как выяснилось, их коллеги в Ленске не все предоставляют такую услугу. В одной из страховой компаний, в которую мы обратились, рассказали, что сегодня количество желающих приобрести продукт страхования недвижимости, имущества, а также бизнеса именно от стихийных бедствий возросло в разы. Буквально 3 дня назад мы взяли такой риск, как страхование паводка, наводнения. То есть до этого по страховым продуктам «Уверенность в дом» данный вид не входил. В страховую компанию обращается очень много клиентов, которые готовы застраховать как свое имущество, имущество в квартирах, бизнес очень много страхуют. Но чаще всего ленчане приходят с пожеланием застраховать частный дом. При страховании учитывается год постройки, износ дома, наличие капремонта и другие факторы. Из этого формируется цена страхового продукта. Счет клиентов сегодня идет на десятки. Обоснованна ли активность ленчан, покажет время или доход, который ожидается в этом году в привычные сроки – первой декаде мая. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. В Якутске продолжается медиапроект «Школа драматургов Арктики». Так, в музее «Россия. Моя история» прошел мастер-класс поэта, прозаика и драматурга Владимира Федорова под названием «Особенности драматургии и ее принципиальные отличия от других литературных жанров». Мероприятие посетили около 20 человек. Также мастер-класс транслировался на онлайн-площадках. По словам создателей проекта, следующий мастер-класс пройдет 23 апреля, а проведет его драматург Иван Иннокентьев. Ну, я прежде всего поделюсь своим собственным опытом, потому что когда-то я был тоже молодым драматургом, который ничего не понимал в этой драматургии, но попытался написать свою первую пьесу. Вот, хотя бы вспомнить историю этой пьесы, вот, вспомнить, как я открывал для себя театр изнутри, что значит писать для театра, что значит драматургия, это совершенно особый литературный жанр. А русский драмтеатр имени Пушкина радует жителей Якутска очередной премьерой. Спектакль должен был встретить зрителя еще в прошлом году, если бы не пандемия. Стоит отметить, что запасной аэродром станет продолжением темы воздушной трассы Алсиб, уже однажды затронутой в легендарном спектакле «Два берега одной победы». Сюжет Надежды Саханской. Запасной аэродром возвращает зрителя в грозные 40-е годы прошлого столетия. Постановка о любви, жизни и настоящем подвиге трогает до глубины души своей жестокой правдивостью. И при этом, по словам режиссера-постановщика, спектакль не столько о строительстве аэродрома, сколько о женских судьбах. Написано под героев. Но, с другой стороны, все-таки это же история, женская история. И все-таки главные героини этого спектакля – женщины. Поэтому весь женский состав, актрисы русского театра, они все играют в этом спектакле. И у каждой своя судьба, своя роль, своя любовь, свои мечты. Вот. Ну и главный герой, он, я думаю, что подходит для этого. Главный герой, ну, в принципе, я сам определил, Березовского. Репетиции, читки, примерки – все это обыденно для актеров перед премьерой. Гораздо сложнее бывает настроиться на роль и выделить для себя те моменты, которые помогут отличить себя от персонажа или же, напротив, найти что-то общее со своим героем. Копаюсь в себе и ищу ту строгость, ту аккуратность, ту его черствость, жесткость, злобу. Ну, коллеги скажут, что я добрый человек, и мне роль тяжело дается. Ну, как говорится, в каждом злодее ищи доброе, и надеюсь, что результат будет хороший. Новая пьеса творческого дуэта Борисов-Федоров расскажет зрителям русского театра о строительстве аэродромов, заключенными Колымской, Чукотской и Якутской части ГУЛАГа. Находясь в тяжелейших условиях, заключенные делали все для победы в Великой Отечественной войне. Любовь и ненависть, вера и предательство, высокие и низменные человеческие качества – все это квинтэссенция нового спектакля, который можно будет увидеть в драматическом театре имени Пушкина уже 16 апреля. Надежда Саханская, Григорий Охлопков, Якутск. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь на телеканале Якутия-24.